рассматривался как единый хозяйственный организм. И поэтому, безусловно, Сталин проводил границы, или Хрущев, там, Украины не в силу того, чтобы вот здесь украинцы, тут русские, например, а в силу того, чтобы там провести Днепровский канал в Крым, например. Там это было проще делать, если это, вот, допустим, там Херсон в Украине, Крым был, значит, в РСФСР. Вот если проще объединить два субъекта, вот, значит, проще будет там построить управленческую систему. Точно так же рисовались границы среднеазиатских республик, которые просто разделили там таджикский народ, например, на несколько частей. Большинство таджиков проживает в Узбекистане, в районе, потому что древние таджикские столицы — это не Душанбе. Душанбе в переводе на русский язык — это просто понедельник. Это был понедельничный рынок, который никогда не был городом, который создал просто Сталин как столицу. Сказал, здесь будет столица. А столица таджиков, безусловно, это Бухара. Это благородная Бухара, это Самарканд, это Термез, это там Ибн Сина, откуда родом Авиценна, это под Термезом маленькая, там есть деревушка такая, когда ты проезжаешь. Поэтому эти границы, естественно, были безумными. И прежде чем подписывать Беловежское соглашение, то есть они не были безумными, они были рациональными в логике сталинского государства. Но когда оно завершилось, то мне казалось, что надо было действовать, ну, каким-то образом предвидеть эти конфликты. И, между прочим, я могу сослаться на Леонида Кравчука, который неоднократно об этом говорил. И говорил и мне лично, вот в передаче, когда у меня был, и писал в мемуарах, в интервью, он предлагал Ельцину отдать Крым и русскоязычные территории Востока, включив их в экономический, значит, комплекс Российской Федерации, в единый, в обмен на суверенитет Украины. Но, как известно, в Беловежской пуще Борис Николаевич был в невменяемом состоянии. Текст писал Бурбулис, который подсунул его под дверь, и там он был подписан практически не читая. И то, что казалось великим достижением Украины, на самом деле оказалось грузом, который она не смогла поднять. А украинские элиты